Ника, привет. Спасибо большое, что пришла к нам в гости. Расскажи, пожалуйста, о себе и о своем роде деятельности. Здравствуйте, Екатерина. Спасибо, что пригласили. Я очень рада быть здесь. Я по своей основной деятельности артист цирка. Сейчас, на данный момент, я являюсь президентом Федерации воздушной гимнастики в Республике Тыва. Как я к этому пришла? Если возвращаться в детство, то активный ребенок, все нравилось, все интересно было. И после школы мне предложили уехать в Москву и поступить именно в цирковое училище. В Москве есть такое училище, которое выпускает дипломированных артистов цирка. Там мне очень понравилось учиться, я успешно закончила. После окончания учебного заведения я гастролировала по России очень много, страны СНГ и ближние зарубежья. Когда уже настал такой период, когда надо было что-то менять или, скажем так, когда уже творческая гастрольная деятельность уже насытилась, то был вопрос о создании студии в Туве именно по воздушной гимнастике. Эту студию открывала моя старшая сестра. Ей было это очень интересно, Мангуш Юлия. Она у меня мастер спорта по дзюдо своей весовой категории. И мы вместе открыли студию воздушной гимнастики в Туве. Это был 2018 год, когда мы открылись. Тогда мы открывались без поддержки, без финансирования, за счет своих собственных сил. Студия была маленькая, начиналась с количества где-то 15 детей. Как официально зарегистрировала я Федерацию воздушной гимнастики год назад, в октябре 2022 года, она активными темпами начала развиваться. На сегодняшний момент учащихся, занимающихся в федерации, где-то около 60 детей. А у вас есть определенная возрастная категория какая-то, обучающихся, или там может любой человек любого возраста прийти? Возрастная категория с 4 лет и до... Можно даже взрослым заниматься. Ой, замечательно. Да, есть желающие, которые и взрослые хотят заниматься. Вообще, по моей цирковой деятельности я владею несколькими жанрами. Это вот акробатика, воздушная гимнастика, эквилибристика, танцы на проволоке. И основной мой жанр в цирке, когда я проработала в цирке где-то с 2010 по 2018 год. 8 лет, получается. 8 лет проработала. Мой основной жанр — это канатоходка. У меня был номер танца на проволоке. Это как бы основной жанр. Но где-то в 2000-х годах воздушная гимнастика перешла из цирка на просторы, скажем так, студии. И в России она начинала быстрыми темпами развиваться. И получается, что на сегодняшний момент в России именно воздушная гимнастика очень популярна. Наравне популярна, как еще и пилонный спорт. Иногда многие студии в России, там, особенно центральная часть, это там Москва, Московская область, там Калининград, Питер, там Нижний Новгород, Киров, то воздушная гимнастика параллельно развивалась с пилонным спортом. Приказом президента в июне, дату точно не помню, но по-моему, 28 июня 2023 года был подписан указ, что присвоение воздушной гимнастики статус вида спорта. Сейчас идет процесс аккредитации. В настоящий момент в Туве наша федерация уже прошла первый этап аккредитации, и надеемся, что дальше у нас будет только лучше и лучше. Насколько мне известно, вы уже ставите постановки своих шоу определенных, да? Потому что вот я была на ансамбле Саяны, выступление было, и ты говорила, что там твоя ученица, да? Да, есть такой опыт, что вообще соревновательный процесс, так как это вид спорта, то обязательно должны присутствовать соревнования. То есть соревнования, они выглядят таким образом, что ставится каждой ученице постановка как номер, но по определенным, с чем-то похоже, наверное,
со спортом художественной гимнастики и со спортом фигурного катания, когда соло, да, есть же групповая художественная гимнастика, и есть там разные направления в фигурном катании. То в одиночном спорте в соло, то как и в фигурном катании, как и в художественной гимнастике ученицам, спортсменкам ставится программа. То и здесь на воздушной гимнастике у нас ставится своя программа, она похожа как на выступательный номер. И получается уже третий год подряд активно дети ездят в течение сезона минимум где-то 3-4 выездных соревнований, и на каждое соревнование дети готовятся к своим программам по уровню развития и по возрастным категориям. То постановка там для любителей, кто не ездит на соревнования, это дело опыта, скажем так. А какие вообще, наверное, возникают сложности в вашей работе, что во внешнем, что внутри коллектива? На сегодняшний день самая сложность в развитии федерации это связано с поиском помещения. Скажем так, воздушная гимнастика предполагает, что обязательно должна быть высота, потому что уровень учениц уже давно перерос тот уровень, когда дети занимаются над уровнем где-то 1,5 метра или где достаточно 2 метра высоты, то уже есть старшая группа детей, которые с 2018 года, как они пришли, уже 5 лет они ходят, и они уже лазают на высоту 5 и более метра. То на сегодняшний день, повторюсь, это сложность именно с помещением. Найти хорошее, комфортное помещение, где будет высота потолков хотя бы там 4,5-5 метров. А какое у вас сейчас количество обучающихся примерно? Количество обучающихся на данный момент это около 60 детей. А команда? Командная, да, сейчас ближайшие у нас выездные соревнования в город Новосибирск, это отборочный этап на чемпионат России в рамках федерации. И поедут 9 участниц. Мы будем регистрироваться как команда. Конечно, каждая участница будет участвовать в своей возрастной категории и своей уровней сложности категории. То есть есть как бы более свободный, более легкий уровень, и есть почти полупрофи, где дети, если бы была возможность, они могли бы уже защищать свой спортивный разряд кандидат мастера спорта и мастер спорта. Но по возрасту им еще пока не могут пойти на этот разряд в силу своего маленького возраста. Слушайте, у вас уже прям уровень. Это очень здорово. На самом деле, что в Туве развивается данный вид спорта, так сказать. Я вообще впервые даже слышу о таком, что у нас это есть. Я очень рада, на самом деле. А вообще, какими навыками и характеристиками должен обладать человек, кто хочет попасть в эту деятельность? В принципе, я жесткого отбора при просмотре детей не веду. Приходят любой подготовки, даже более совсем слабой подготовки. Вообще я веду набор именно с 4 лет в этом году, потому что когда маленькие дети, они более подвижные, более активные, у них меньше страха, поэтому они больше осваивают, быстрее осваивают, и, допустим, уже к возрасту школьного периода они уже более подготовлены, чтобы уже участвовать на выездных соревнованиях. Я думаю, что в первую очередь это, наверное, дисциплина нужна. Прям сильная дисциплина, потому что вряд ли без этого получится. Как я буду говорить по себе, да, у меня нет дисциплины, и вряд ли бы я, наверное, справилась с таким. Это прям нужна и сила воли, и усердие, трудолюбие. Так что... в этом вопросе, конечно, ключевую роль играет тренер, который занимается с детьми. То, как и в любом спорте, дисциплина — это очень важно.
Да, есть, бывают дети очень дисциплинированные, прям выполняют все требования тренера. Есть дети, которые немножко хотят слабинку, чтобы им дали, но жесткость тренера, скажем так, целенаправленное развитие ребенка идет на то, чтобы у детей были всегда результаты, чтобы могли они конкурировать в России и не только внутри нашей республики, да, и чтобы они могли хорошую фору дать и детям из других регионов. Так вот, у меня есть дети, которые вот 5 лет уже ходят, это старшая группа, и они достаточно сильного уровня. Одна моя ученица в прошлом году смогла по финансам съездить на чемпионат России внутри федерации и занять первое место в своей возрастной категории. То есть для нашей республики это очень хороший результат. Показательно, да. Да. Вот у вас планы сейчас остаться в Туве или как-то развиваться в другие города уже, ехать? Или вы здесь планируете развивать это в России, в центральной части России, я думаю, и в других регионах воздушная гимнастика очень сильно развита. Так как, например, там в Новосибирской области минимум у них студий 4-5. Даже ближайшие наши соседи, это Абакан, Хакасия, у них внутри города студии воздушных гимнастик насчитывается, по-моему, если не ошибаюсь, 4 студии. То у нас для нашего региона это пока что единственная студия, которая может показать такой вид спорта. Расскажите про звезд вашей федерации. Это самые старшие ученики, но и спортсменки, которые уже ходят, допустим, 2-й год, вот они в прошлом году начали, то они уже тоже ездят на соревнования. Это все школьницы. Например, Жибинова Арина, ей больше нравится снаряд, воздушные полотна, и у нее очень сильные по элементам постановки. Также есть Бочагурова Ярослава, у нее снаряд, воздушное кольцо. Также она ездила на чемпионат России, и она заняла 1 место. Из более молодых, которые недавно ходят, есть сильные спортсменки, это Хамушко Ариадна, Кужгета Айкыс. В общем, каждая девочка, она по-своему сильная, у каждой девочки есть свои сильные стороны. И воздушная гимнастика уникальна тем, что можно выстраивать показательные эти программы для соревнований, учитывая сильные стороны каждой спортсменки. А скажите, пожалуйста, как вы успеваете совмещать это со своей личной жизнью? Как у вас со временем, как приоритеты расставлены? По жизни я, наверное, все-таки очень сильный трудоголик. Раньше я думала, что я лентяйка. Но когда есть свое дело, скажем так, и есть на цель, куда расти и развиваться, то все свободное время уходит именно на это дело. Если, к примеру, когда у меня была гастрольная жизнь, у меня было очень много свободного времени. Прям можно было заниматься, чем душа пожелает. Это как обычно выглядел тогда мой обычный день или трудовая неделя. У артистов рабочие дни — это обычно выходные, будние дни обычно это репетиции своих номеров, и все где-то занимает максимум 3 часа дня. Все остальное время ты свободен, гуляй, что хочешь делать. Этот период, я, скажем так, на мою молодость выпал. Юность, молодость, это послестуденческие годы, где я активно занималась всем, чем хотела. То, когда уже наступил более взрослый период, ближе к 30 годам, и хотелось что-то внести людям, что-то передать от себя, то сейчас свободного времени, как раньше, у меня вообще не бывает, очень редко бывает. У меня не бывает выходных,
тренировки с детьми каждый день, особенно когда соревновательный период идет, подготовка к соревнованиям, то это каждый день, почти каждое свободное время, допустим, у меня там даже обеденный перерыв с 12 до часу, дети приходят в этот период, и они прогоняют свою программу, репетируют, отрабатывают элементы, потому что ожидания спортсменов, они все надеются. Ну, в этом случае с детьми надо тоже работать как тонкий психолог, говорить, что медаль — это не конечная цель, что нужно работать над ошибками, стремиться к лучшему и уметь детей настраивать так, чтобы у них не было горьких слез и разочарования. Ну, большая молодец. Вот мы и выявили первый минус, так сказать, в вашей профессии — это отсутствие свободного времени, да. Получается, кстати, вот у меня еще вопрос возник. Получается, воздушная гимнастика только могут заниматься девочки, то есть набор в группу идет только для женского пола, да? Я бы сказала, что воздушной гимнастикой могут заниматься абсолютно и мальчики, и девочки, и любых возрастов. Просто как-то так развивается так, что это популярно очень среди девчонок. Это не полностью женский вид спорта. В других регионах есть спортсмены-мальчики. Они бывают, конечно, их в малом количестве, но они есть. Вообще воздушная гимнастика, она пришла из цирка, где воздушные гимнасты обязательно есть и мальчики, и девочки, и парные номера. Я бы очень хотела, чтобы ко мне приходили и мальчики, потому что можно красивые дуэты создавать именно когда и мальчик, и девочка вот вместе. Вот как есть в фигурном катании парный вид спорта в фигурном катании, где катаются мальчик и девочка на коньках. Это же очень красиво, то и здесь воздушная гимнастика, это тоже было бы очень красиво. Поэтому, если есть мальчики, я бы хотела, чтобы они обязательно ко мне приходили на занятия. И у меня в федерации есть еще такое направление, как акробатика. Я вот все хочу, чтобы у меня была большая группа мальчиков, которая бы занималась именно акробатикой. Что такое акробатика? Это владением своим телом на земле и в воздухе. Ну, все, наверное, знают, да, такие элементы, как фляг, сальто, заднее сальто, переднее сальто. И там есть еще очень много других видов акробатических элементов. Получается, вот акробатика — это у вас совсем новое направление, которое только начинает развиваться, да? Федерацию или вот студию воздушной гимнастики было легче открыть, чем, наверное, открыть акробатику для всех детей. Вот. Какие планы, цели на ближайшее время? Продолжать развивать федерацию, продолжать популяризировать этот вид спорта в Туве. В этом помогает активно Министерство спорта Тувы в лице Субудая Радиславовича, замминистра и других людей. По этому вопросу, если какие-то сложности, что в их силах, они стараются всегда помочь. Планы активно развивать, строить команду тренеров, воспитывать спортсменок, чтобы были результаты и чтобы мы росли, достигали в спортивном направлении хороших результатов. Воздушная гимнастика, она очень хорошо развивает полностью ребенка, то есть это полное координирование своим телом, выносливость, сила, растяжка, пластичность, музыкальность, артистичность, и это все благотворно влияет на развитие личности ребенка, как в целом. Вот ко мне недавно даже записалась девочка, я взяла такую, скажем так, ответственность. Девочка с особенным развитием, и ей очень нравится, она очень активно занимается, у нее прям горящие глаза, и это вот хорошо на нее влияет.
качестве развития как эмоционального плана, как физического плана в целом. И я думаю, что умственно она тоже уже развивается, потому что ни для кого не секрет, активная физическая деятельность напрямую связана с развитием мозговой деятельности. Поэтому, когда ребенок в детстве очень активно занимается видом спорта и хорошо себя координирует, то они более гибкие умственно. Вот. Это очень хорошее решение родители приняли, чтобы отдать своего ребенка на такие занятия. Вообще, как ты видишь точку Б в своей карьере? И, может быть, планируешь когда-то завершать или думать, что пора двигаться в другом направлении и так далее? Или пока таких мыслей не возникало? У меня есть еще варианты развития именно своего именно личного пути развития. То меня интересует еще такое направление, как реабилитация. Я в настоящий момент это активно развиваю в себе, учусь, прохожу обучение и практикую работу с пациентами именно в плане реабилитации. И я бы сказала так, что как тренер, как руководитель федерации, как президент федерации, мои навыки очень полезны в том плане, что если у ребенка там перезанимался, бывает там растяжение. Как в любом спорте, всегда есть риск травматизма. То мои навыки, они тут же применяются на моих спортсменках, и они, получается, не выпадают из своего спортивного развития. Вот. Но я не думаю, что я буду оставлять развитие федерации и не буду... Может быть, скажем так, что когда увеличится моя команда в плане тренеров, на сегодняшний день только 3 человека, которые могут быть тренерами в этом виде деятельности, то мне нужно их воспитывать, тренеров, чтобы они могли достойно воспитывать дальше спортсменок, дальше вкладывать в развитие этого вида спорта в Туве. Как появится более, скажем так, надежная команда, то можно будет уже с тренерской, скажем так, должности более переходить на руководящую, больше заниматься продвижением, развитием и воспитанием целого поколения детей. Это очень замечательно, и планы, надеюсь, что тоже все... Точнее, верю, что все получатся, сбудутся. Что мы можем сказать? Это так, чтобы ребята, главное, еще и мальчики, приходили к вам на гимнастику, акробатику и так далее. Будем вместе развивать это в Туве и выходить на новые уровни. Обязательно будем стараться. Приводите к себе. Реклама пошла. Можно. Обязательно будем стараться, чтобы намеченный путь развития шел по плану, будем стараться. И очень рада буду, если количество учеников будет расти, то будет стимул как и у меня, так и у тренеров развиваться, чтобы все лучше вложить в развитие наших детей. Спорт — это вообще прекрасно, мне кажется, это нужно заниматься всем. А где вы находитесь вообще? Как найти? Потому что я первый раз, опять-таки, повторюсь, что я слышу, что у нас в Туве есть такого рода занятия. Мне было бы тоже интересно узнать, где это все, куда там людям обращаться. На сегодняшний день мы базируемся по адресу улица Мира, 15/1. Это недалеко от детского центра Чаполина в районе старого кладбища городского. Летом 23-го года мы туда очень сильно вложились, лично я и,
скажем так, индивидуальные спонсоры были, которые вложились в ремонт, в капитальный ремонт помещения, чтобы оборудовать полностью зал для развития федерации. То есть это было полностью с нуля, и я бы хотела, чтобы была у меня еще какая-то поддержка, потому что одной, честно скажу, очень тяжело развивать эту федерацию, и требует очень много сил, усилий, времени, нервов, финансов очень много. Приводите своих детей, будем стараться, чтобы они были активные, хорошо развивались, чтобы им было интересно, чтобы им нравилось, и чтобы всегда был результат. Как мы поняли, не только детей, и родители могут, да? Да. Попытать себя еще в этом направлении. Да. Был у меня в прошлом году опыт именно ведения этого, скажем так, для своего развития среди взрослых, но это было так, скажем так, пробный вариант. Ну, если будет желающих среди взрослого населения достаточно, то я буду открывать именно это направление для взрослой аудитории. Насколько мне известно, художественная гимнастика достаточно дорогой вид спорта, и как у вас в федерации обстоят с этим дела? Воздушная гимнастика может быть дорогим видом спорта и может быть бюджетным видом спорта, но на сегодняшний день все выездные соревнования оплачиваются из фонда родителей, скажем так, за счет родителей спортсменов. Конечно же, затратно для родителей. Не каждый родитель способен понести такие финансовые трудности. Ну, я лично стараюсь каждому спортсмену, который намерен ездить на соревнования, и, скажем так, каждый спортсмен, который ездит на соревнования, он защищает честь республики, получается, потому что у нас это Федерация Республики Тыва, и сейчас ездит на соревнования от лица республики. И это все затратно, начиная с проезда, с проживания, с питания. И на каждых соревнованиях есть еще взносы за участие в соревнованиях. На сегодняшний момент, вот сейчас ближайшие выездные соревнования, к которым готовятся спортсменки, взнос составляет 4500 рублей. Я не думаю, что он будет становиться меньше, то есть последующие соревнования либо будет такой же взнос, либо уже будет с каждым последующим соревнованиями будет взнос расти. Понятное дело, что стараемся искать бюджетные варианты. В общем, на сегодняшний день, допустим, самый ближайший для нас регион, вот Новосибирск, где проходит именно отборочный этап на чемпионат России, это Новосибирск, и вот в феврале, 15 февраля мы летим в Новосибирск в составе 9 человек-спортсменок. Бюджет на одного родителя составляет примерно 20 тысяч минимум, чтобы их ребенок съездил на соревнования. Но это увеличивается составлением программы, составлением костюмов, пошив костюма дорогой может быть. Кто может, закупается, шьется костюм в пределах, начиная минимум от 6 тысяч за костюм, получается, где-то, может быть, даже 5 тысяч за костюм и выше. То есть как и в художественной гимнастике, как и в фигурном катании, так как это красивые, нарядные костюмы, они очень дорого стоят. Стараюсь в этом плане помочь родителям, находить им бюджетные варианты. Также в моей личной коллекции есть... Я специально покупала для того, чтобы дети могли ездить и не покупать себе костюмы. Я приобретала костюмы, заказывала, шились костюмы, лично мной шились костюмы детям, чтобы они могли, допустим, взять костюм в аренду,
съездить на соревнования, выступить и, скажем так, более-менее снизить финансовую нагрузку с родителей. Поэтому, если была бы какая-то поддержка с народа или, скажем так, влиятельных людей, то это было бы очень замечательно. Надеюсь, что этот вопрос, эта проблема решится в ближайшее время. Вообще, Торгово-промышленная палата Республики Тыва собирается создать книгу рекордов республики, и надеемся на участие ваших спортсменов-рекордсменов. Как появится первый этап соревнований для участия в книге рекордов Гиннесса, мы обязательно поучаствуем. По крайней мере, это новое, интересно. Детям, я думаю, будет очень интересно. Личная жизнь. Мало рассказала про личную жизнь. Да. Вскользь. Надо как-то... мальчики. Личная жизнь у меня... Не вырезайте. Я даже не знаю, как сказать. На сегодняшний день у меня есть молодой человек, но вся моя работа занимает свободное время. В этом вопросе вторая половинка с пониманием и с терпением ко мне относится. Большое за это спасибо. Очень помогает в развитии Федерации воздушной гимнастики. Поживем, увидим. Мы очень рады за вас, потому что очень важная деталь во взаимоотношениях. Спасибо. Вообще, у меня много идей в плане развития не только Федерации воздушной гимнастики, но и в целом в моем виде направления, все, что связано с воздушной гимнастикой, с развитием цирка, других направлений, то у меня очень много идей, например, как создание шоу, таких как Дюсалей, только в стилистике колорита тувинской культуры. Был период, когда сотрудничала с Министерством культуры Республики Тыва, но были какие-то финансовые сложности, по которым этот проект еще пока в плане развития. Поэтому я бы хотела, чтобы была бы какая-то поддержка, у кого есть возможности, полномочия, то я бы хотела развивать не только спортивный вид направления воздушной гимнастики, но и именно культурный, творческий. Так как я много лет проработала в цирке, и у меня большой опыт именно участия в шоу-программах, таких как Евровидение в Москве, Универсиады в Казани, всякие различные открытия шоу, там чемпионатов мира России, которые проводились в Москве. Я знаю всю эту кухню, скажем так, как это все происходит, закулисье, как это создается. И я бы очень и очень сильно хотела, чтобы и культурный вид направления тоже развивался. Культура Тувы очень колоритная, красивая, музыка шикарная у нас. Считаю, все все виды горлового пения, фольклор тувинский, костюмы, образы, этнос, бытность, традиции. Я бы хотела, чтобы именно тувинская колоритность, она развивалась и в культурной части, как цирковое шоу. Я желаю реализации всех твоих задуманных проектов и верю, что это обязательно будет так. Поэтому хочу сказать большое спасибо за то, что ты приняла, согласилась в нашем шоу, рассказала о себе, поделилась опытом. Нам очень приятно, и будем ждать еще нам в гости. Обязательно буду приходить, зовите, будем приходить с результатами, рассказывать, как уже развивается. И спасибо. У нас в гостях была президент Федерации воздушной гимнастики Республики Тыва Ника Мангуш. С вами была Катя. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока.